Всем привет и, сразу рассказываю. 9 мая 1945 года Англия, Франция и США внезапно напали на СССР и ее союзников, Германию и Японию. Из-за этого началась Первая мировая война, и она длилась до 1962 года, а потом случился Карибский кризис. Ну почему сразу бред? Это я с вами делюсь историей, так как она у меня в голове отложилась. А что, если у Владимира Владимировича Путина может быть своя история России, то почему ее не может быть у меня? Ну или у вас? Вы, конечно, поняли, о чем сейчас пойдет речь. О злосчастном уроке истории, на котором Владимир Путин так старался говорить на одном языке с молодежью, что увлекся и перепутал две разные войны. Северную и Семилетнюю. Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Что он со шведами там 7 лет воевал? И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава, да? Где Швеция, где Полтава. А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе. Разница между Северной войной России со Швецией, которая длилась не 7, а 21 год, и Семилетней войной, в которой Швеция была уже не врагом, а союзником Российской империи против коалиции германских государств, это, примерно, как разница между битвами на Бородинском и на Куликовом полях. Общее между ними только одно – битвы прошли на поле. Владимира Путина, как вы уже наверняка знаете, поправил умный мальчик по имени Никанор. Парень искренне любит свою историю, не удержался, и что тут началось? Боже мой! Педагогическое сообщество кинулось критиковать школьника и оправдывать президента России. Так, например, Юлия Рябцева, директор Воркутинской школы номер 35, где учится Никанор, посчитала, что мальчик должен был промолчать, потому что если ты поправляешь президента, то ты проявляешь наглость. А председатель регионального отделения РШД, то есть Российского школьного движения в Республике Коми, Ольга Медведева заявила, что Путин оговорился специально. Якобы это был специальный педагогический прием, чтобы проверить знания у тех, кто слушал лекцию. Учебники истории, правда, пока переписывать не начали, но с таким уровнем чинопочитания этому бы никто не удивился. Что бы ни случилось, Путин не виноват. Во всем виноват Чубайс. Что? Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо. Такая реакция именно от педагогов, да еще сразу после Дня знаний, безусловно, стыдное явление. Да, глава государства ошибся. Так бывает. Каким бы сакральным ни был образ, за ним стоит живой человек, и этот человек, прикиньте, может ошибаться. Владимир Путин очень любит блеснуть на публику своими познаниями в области истории, но регулярно в них путается. То, например, фразу одного французского короля другому припишет, благо они все были Людовиками и различались, на неискушенный взгляд, только цифрами. Или вот возьмет и дату присоединения Украины к Московскому царству перепутает, вместо 1654 года назовет 1645. Или, например, желая напомнить, что настоящая фамилия Троцкого Бронштейн, спутает его с социал-демократом Бернштейном, причем не один раз. Или взять вот самое святое, князя Владимира отправить креститься в Херсон, когда тот крестился в Херсонесе, а это, на минуточку, два разных города. Да что там говорить, даже вот недавние исторические события, безусловно исторические, к которым сам же Владимир Владимирович приложил руку, тоже бывает путает. Например, дату референдума в Крыму на сутки взял и сдвинул. Одним словом, конфуз с Северной и Семилетними войнами не первый и наверняка не последний. Именно поэтому смешны, нелепы трепыхания педагогов, которым проще заклевать ученика или выдумать педагогический прием, лишь бы потрафить высокому начальству. И это ведь на самом деле ужасно. Ужасно, потому что вот эти педагоги учат и воспитывают наших детей, формируют наше будущее. Более того, из подобных педагогов, я сейчас не говорю про всех, только про подобных, состоит основное ядро избирательных комиссий, сидящих на участках во время выборов. И все махинации, все фальсификации, все вбросы во многом на их совести. Дрожать за свое место. Не сметь поправить чиновника, если он не прав или несет откровенную чушь. Бояться озвучивать свое мнение, даже если оно есть. Но хуже всего осуждать детей за то, что они не такие, за то, что они где-то умнее, честнее и принципиальнее нас. Это худшее предательство, которое можно себе представить. Ведь так предается будущее. Мы с тобой оба созданы для одной цели. Легион – наше будущее. Я пришел из такого будущего. Оно обречено. Кстати, о будущем. Давайте оставим в покое Путина и ненадолго в него заглянем.
В будущее Якутии, не в Путина. Так вот, глава Якутии Айсен Николаев, находясь во Владивостоке на экономическом форуме ВЭФ, Восточный экономический форум, пророчит, у Якутии долгов станет куда больше. Арсен Сергеевич вообще мастер приумножать долги, и надо отдать ему должное, подходит он к этому делу неравнодушно, с выдумкой, и все время придумывает новые способы. Просто взять кредит в банке под гарантией бюджета можно, так делают, но скучно. Нужно действовать с выдумкой. Облигации госзайма каждый год. Концессионные соглашения и договора ГЧП с частными структурами, по которым потом выплачиваются средства с огромными процентами. Инфраструктурные кредиты, обещанные Путиным. Или вот новенькая инфраструктурные облигации. В этом году на ВЭФ подписываем 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Считаю, что это очень важный форум после перерыва, который был в 2020 году. Планируется подписание соглашения об использовании инфраструктурных облигаций через корпорацию Дом РФ на строительство 2 кварталов в Нерюнгринском районе и Якутске. Это позволит создать социальную инфраструктуру. Не секрет, что во многих городах строятся огромные кварталы, а инфраструктура социальная строится в последнюю очередь. Для решения этого вопроса выпускаем инфраструктурные облигации. Инфраструктурные облигации – это новый механизм для России, но суть его старая – строительство в долг. Через Дом РФ, фактически государственную компанию, будут выпускаться специальные ценные бумаги с целевым расходованием привлеченных средств. Эти средства будут выдавать строительным компаниям на срок до 15 лет и под льготную ставку. Как указано на сайте самого Дома РФ, он выступает поручителем по облигациям, а займы строители будут получать под гарантии субъекта Российской Федерации, в нашем случае под гарантии правительства Якутии. Механизм еще не обкатали, пробным шаром должна была стать Челябинская область, но Якутия уже с энтузиазмом лезет в проект. А речь идет не о 10 миллионах рублей и даже не о 100, это более 3 миллиардов рубликов. Так себе. Заткнись и бери деньги. Важный момент, друзья. Не только инфраструктуру для 2 кварталов в Якутске и Нерюнгри, в Якутске это Звездный на ДСК, планируется строить в долг. В долг будут строиться и сами квартала за счет инфраструктурных кредитов, обещанных регионом Владимиром Путиным. Из тех 500 миллиардов, про которые говорил президент России в своем послании, Якутии достанется примерно 4,16 миллиардов рублей. Они и пойдут на финансирование этих строек. Республике Саха-Якутия будут предоставлены бюджетные кредиты на сумму 4,163 миллиарда рублей. Эти средства направят на реализацию 3 проектов. В их числе комплексная застройка квартала «Воинская часть», микрорайон Звездный, Якутска, застройка квартала «Р» в Нерюнгри, а также строительство жилых и инфраструктурных объектов в рамках реализации проекта модернизации и развития российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Слушайте, а не слишком много долгов? 3 плюс 4 – это 7 миллиардов рублей новых долгов. Вдобавок к тем 18,5 миллиардов, которые обойдется эпичный центр, арктический центр эпоса, и к тем 11 миллиардам рублей, которые планируется занять, чтобы построить суперкампус, учебный городок для студентов, педагогов среднего и профессионального образования. А еще есть долги за мост. Блин, а со стоимостью моста даже не скажешь, сколько именно мы заторчим. Изначально планировалось, что на мост через Лену Якутия потратит не более 6,4 миллиардов рублей из своего бюджета. Это примерно 8%. Еще 29 миллиардов рублей планировалось, что вложит частный партнер, то есть группа компаний ВИС, и отобьет за счет эксплуатации моста следующие несколько десятилетий. Мост ведь будет платным для всех, кроме легковых автомобилей, помните? Оставшиеся средства, около 48 миллиардов рублей, 49 миллиардов рублей, то есть 57% должна была вложить Москва. Но сейчас Москва говорит нам... Хер тебе в рыло, сраный урод! Не так грубо, конечно. Москва говорит 33%, то есть почти в 2 раза меньше, чем рассчитывала Якутия. А это значит, что разницу, почти 20 миллиардов рублей, надо будет где-то изыскать. Еще раз внимательно, смотрите. Изначально правительством Якутии предлагалось такой вариант. Федеральный бюджет 48 миллиардов рублей, средства группы компаний ВИС 29 миллиардов рублей, бюджет Якутии 6,4 миллиардов рублей. А вот так предлагается теперь, в ценах 2020 года. Федеральный бюджет 27,5 миллиардов рублей, средства группы компаний ВИС 29 миллиардов рублей, бюджет Якутии 6,4 миллиарда рублей, кто-то еще 20 миллиардов рублей. Впрочем, понятно, что никаких кого-то еще нет и не предусматривается. Платить за все будет Якутия. Об этом Арсен Сергеевич на все том же ВЭФ заявил прямым текстом. Сейчас наше Министерство финансов России проснулось и говорит, а давайте 33% регион, 33% федеральный бюджет и 33% частные партнеры. Понятно, что частным партнерам надо будет деньги возвращать. А кто будет возвращать? Конечно же, Якутия. Мы понимаем, что не самый бедный регион страны, но делать наши проекты и рассматривать их с точки зрения софинансирования из федерального бюджета с более высоким коэффициентами софинансирования, я считаю, это дико. Поскольку своих денег у Якутии нет, в таком объеме, придется занимать опять наращивать долги. А знаете, что самое плохое в этой ситуации? Что отказаться мы не можем. Согласно договору концессии, который Якутия подписала с ВИС, вернее с ее дочкой, 8-й концессионной компании, которая строит мост, частного партнера не интересует, откуда возьмутся деньги. Мы обязаны будем возместить все затраты, которые он, частный партнер, понес, независимо от того, будет ли федеральное финансирование или будет ли вообще построен этот мост когда-нибудь.
Пункт 3.18 концессионного соглашения. Во избежание сомнений, отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения финансовых обязательств концедента, предусмотренных настоящим концессионным соглашением, в частности отсутствие полностью или в части бюджетного финансирования, не освобождает концедента от необходимости осуществлять свои обязательства по финансированию в соответствии с настоящим концессионным соглашением. Расходы ВИС только на проектирование и начальные изыскания превысили 1 миллиард рублей, которые Якутия потеряет независимо от того, будет ли построен объект вообще. Причем мы уже так деньги теряли, опыт есть. В 2011 году было потрачено более 238 миллионов рублей на проект моста и его прохождение через госэкспертизу. Мост в итоге не построили, деньги просто сгорели. И Айсена Николаева много раз предупреждали, что он ввязывается в авантюру, у него нет гарантий бюджетного финансирования. Но он считал, что они не нужны, ведь есть подпись Путина на бумажке. Помните эту? Ситуация дозрела до реализации. После нее еще Сардана Аксентьева Асохай на радостях в триумфе плясала. Прекрасную новость сегодня утром мы получили из Москвы. Владимир Путин поддержал строительство автомобильного моста через Лену. Еще летом я с радостью отметил, что Владимир Владимирович сказал, что мост дорогой, но он нужен, чтобы город развивался. Эти слова означают заботу о будущем нашего родного Якутска. Мы искренне благодарны президенту страны и нашему главе Айсену Николаеву. Это вековая мечта нашего народа. Сейчас мне сообщили, что сегодня вечером в 18:00 в спорткомплексе «Триумф» состоится большой Асохай. Приглашаю всех горожан и гостей столицы, независимо от национальности и вероисповедания, присоединиться к древнему танцу. В общем, сплясать сплясали, а мост и ныне там. Еще ни одной опоры нет, а мы за него уже должны. А Путин и его виза... Ну что Путин? Он же мог перепутать, как с войнами. Говорил про 7-летнюю, а подразумевал северную. В нашем случае говорил про мост через Лену, а подразумевал, не знаю, какой-то еще. Например, на Сахалин. Тот, правда, стоит, как 7 якутских мостов, 540 миллиардов рублей. Ну так там и пилить, строить куда интереснее. Я расскажу вам, ребята, что такое откат. Это источник жизни всех нормальных ребят. Я Виталий Обедин, это были «Говорящие головы», сатирическая передача про слова, высказывания и то, что за ними стоит на самом деле. И я приношу свои извинения за то, что этот выпуск получился слишком серьезным. Ситуация настолько, как это сказал Александр Сергеевич, дикая, что шутки просто втискивать некуда. У меня с пророчеством не так хорошо, как у наших руководителей, но вангую. Если на следующей неделе мы наскребем денег на оплату съемок и монтаж, то скоро увидимся. Пока.